вот такой фестиваль песен советского периода. Ну, было 2 концерта. Мельбурн, Сидней. А потом подумали, а почему мы по России не покатать? Мы думали, что это 2 концерта будет. И первый же аншлаги в Воронеже убедили нас в том, что эта программа, как мы говорим, покатит. Вот, поэтому давайте сейчас отдельно я вам хочу представить музыкантов, у которых действительно такая нелегкая судьба, у кого-то 2-3 ансамбля за плечами, все-таки мы больше 30 лет на сцене. И вот начнем знакомиться. Итак, композитор, певец, аранжировщик группы «Белый орел» Сергей Бойко. Группу «Визит» представит Александр Диксон, Краснодар. Сейчас вы должны вспомнить Ирину Понаровскую, Александра Серова. Он аккомпанировал, подпевал, а потом у него сольная программа была с группой «Рок-ателье» Василий Курсаков. За барабаны сядет человек, музыкант, который нас собрал тогда. Он работал еще с Владимиром Высоцким, затем у него были «Красные маки», «Леся песня», «Карнавал». Александр Акинин. Вот в середине концерта вас ждет с не менее звездным артистом встреча, но это немного попозже, а вот пока давайте вспоминать наши лучшие моменты нашей жизни. И вот так же, как и программа, так же и наша группа. Называется очень просто. Мы из СССР. Любой помогает.
Мне не везет в этом так, что просто беда, что просто беда, что просто беда, что просто беда. Спасибо большое. Ну, как приятно, что вы поете. Ну, потому что мы действительно выбрали такие песни, которые действительно будут очень известны. А следующие песни наверняка вам знакомы. Кто знает репертуар моего Ариэля, помнит, что есть такая песня под названием «На острове Буяне». Помните, да? И вот вы представляете, ну, буквально одно слово хочу сказать, несколько слов об этой песне. Во-первых, мы думали, что это нет такого острова, да? Думали, ну, придумал Пушкин там и так далее, вот такое что-то сказочное. А потом меня пригласили в передачу «Своя игра», если вы помните, такая, на НТВ есть. И там знатоки раскопали этот остров, оказывается, нашли его, и есть нормальный где-то там в Северном море. Ну, мы же не будем переделывать слова, да? Просто вспомним эту песню. Еще одно промчалось лето и не решила ничего, но где-то есть на свете где-то есть ключ от сердца твоего, есть ключ от сердца твоего. Я опять письмо тебе пишу, в нем дым костра, тайги веселый шум. Ночной концерт старенький, старенький гитар, и километры могучих ветра на свете злой пожар. Тайга полна тревог и доброты, я с ней дружу, я с ней давно на «ты». Я только ей признаться, не стыжусь, что мне в палатку стучит ура, ночная птица грусть. Напиши мне письмо, вот две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви.
Лишь позавчера нас судьба свела, а до этих пор где же ты была? Разве ты прийти раньше не могла? Где же ты была? Где же ты была? Летняя заря, сколько раз весна приходила зря. Слезы за окном плыли вечера, а пришла ты лишь позавчера. Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. Падала листва, и ветер верла, где же ты была? Имени не знал, но тебя назвал. Я бы ночью звал, и опять меня вступала мгла. Где же ты была? Ну где же ты была? Надо сказать, как до этих дней жил на свете я без любви твоей. А нашел тебя позавчера. Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. Падала листва, и ветер вела, где же ты была? Молодцы, слышу! Любовь шампанское, закаты, переулки, а лето красное, забавы и прогулки, как упоительны в России вечера. Бабы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и вкус французской булки. Ах, лето красное, забавы и прогулки, как упоительны в России вечера. А теперь вы! Молодцы! В закатном блеске пламенеет снова лето, и только небо в голубых глазах поэта, как упоительны в России вечера. И теперь все вместе и погромче. Пускай все сон, пускай любовь игра. И что тебе мои порывы и объятия? На том и этом свете буду вспоминать я, как упоительны в России вечера.
Спасибо. Ну вот как раз наступил тот момент. Дима, давай мне сюда. Дело в том, что тот человек, который выйдет на сцену, тот музыкант, у него очень большой, опыт, даже об этом говорить не приходится, потому что я назову вам ансамбли. Это лисья песня, это зодчие, вот, это цветы, конечно же, цветы. Итак, на сцене Николай Кольцов. Привет, друзья! Разве друзья так здороваются? Привет, друзья! Ну, другое дело. Меня зовут Николай Кольцов. С 1980 по 1984 год я работал в ансамбле «Зодчие». Кстати, вот в этом городе, в замечательном, я впервые в 80-м году побывал с поездом «Комсомольская правда». Это было замечательное время. По Баму проехали с начала до конца, то есть это был прекрасный такой поезд, девчонки из хора молодежи и студентов. И мне тогда было 21, уже можно было. Но я вам расскажу о песне, с которой я хочу начать. Будет нелегким
ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей, даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, хочет от меня. Мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей, даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Знаю, для тебя я не Бог. Крылья говорят не те, мне нельзя к тебе на небо, прилететь. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей, даже проплывать по небу, а не то, что хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза и слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Верить не хочу и думать не хочу, что придет разлука и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Если на беду, а если на беду разлучит судьба нас не во сне, а наяву, землю обойду, всю землю обойду, океаны и моря перейду. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Подборка частенько бывает. И вот мы, музыканты, я помню такой анекдот, который нельзя напечатать. И вот мы просто из уст в уста передаем. И вот он с советского времени опять пришел сюда, опять стал смешным и популярным, потому что это вы потом поймете. Русский музыкант спрашивает вьетнамца: слушай, как сказать по-вьетнамски нищий? Он говорит: там, а два нищих там-там, а три нищих там-там-там. А как сказать много-много нищих? Он говорит: там-там-там-там-там-там-там. Представляете, да? Вот видите, хорошо.
А сейчас вы удивитесь, когда я его впервые услышал. В 1975 году. Вот кто постарше, помните, кого мы считали нищими? Кто мало зарабатывает, да, там, 70 рублей там какой-то инженер. А сейчас гимн вернулся, и нищих, к сожалению, стало даже больше. Ну, как-то не очень. А есть, когда наоборот, скоропортящийся. Вот сегодня рассказать, завтра уже не смешно будет. Ну, например, идет совещание глав государств. Путин опаздывает. И вот Ангела Меркель говорит: вы сейчас смотрите, зайдет Путин, с кем он первым поздоровается, тому хана. Входит Путин. Всем привет. Ну, например, Алла Борисовна не обижается, мы с ней тоже работали очень давно. Даже если она попадает в анекдот, это просто уже комплимент. Ну, например, Максим Галкин поймал золотую рыбку. Вот. Только хотел озвучить 3 желания. А рыбка говорит: какие желания, Максим? Возвращайся к старухе, у нее все есть. Ну, вот, например, такой Аркадий Укупник, знаете, Укупник, он пел в песне: я съем свой паспорт, там, помните, а на этот раз натурально съел свой новый альбом. Но врачи успокоили, альбом скоро выйдет. Вот, ну, врачам известно, когда выйдет. Вот, потом Монсеррат Кабалье, знаменитая певица, однажды выступила на дне рождения российского олигарха. Такого исполнения песни «Владимирский Централ» страна не слышала никогда. Вот. Роман Виктюк, тоже вы знаете, такой утонченный режиссер, недавно поставил в своем театре дядю Ваню. Так дядю Ваню еще не ставил. Спасибо, кто догадался, ладно, не буду повторять. Хорошо. Ну, вот, например, ну это уже классический анекдот, когда 80-летний дед приводит молодую жену в роддом, рожает. Врач удивился: ну, молодец, дедуля там. Вы знаете, надо всегда мотор держать в порядке. Вот, в форме. 2-й год опять приходит, через год, ничего себе, ну ты гигант, слушай. Ну опять, ну вот, потому что я мотор держу, все в порядке, там все у меня. И когда он 3-й раз пришел, ну врач вообще просто руками развел, потом наклонился к уху, говорит: дедуля, ты бы масло сменил, черненький родился. Ну и ветер свищет, ну и буга, заболела что-то баба-яга. Затушила свечку, забралась на печку, помилу подуха и сопит старуха, будто нос у них не нос, а насос. Утром в ней Кощей бессмертный приходил, золото серебро на лавке разложил. Сыграть он в картишки или в шахматишки, ну яка Кощей, я бы толкала в шейку. Ты чего пристал, Кощей, как репей? Бабник. А на Метнистой Горыныч зазывал, чуть трехглавый телефон не оборвал. Все же пел на ушко: прилетай, подружка. Еле отбрыкалась, тупомол сломалась. Неохота к мею ей, хоть убей. Бандит. Ей бы к лешему веселому сгонять, чай с малиновым вареньем похлебать, а потом на санки, рощи до полянки, соснички до правы покатай кудрявый. Но не скинь, ну в печи, хоть кричи.
вокруг. Мне приснилось, что я чупал беспарусно и лазурный грязь, и счастливых слез, и земных цветов. И волны звенят, сливаясь, волшебный сладкий сон. Впереди земля, и же остров я, словно сказкалом. Я никогда не видел такого чуда. Бархатный холм в океане, как острые блюда. Музыка льется нежно из ниоткуда. Нет вокруг никого. Воу-воу! Нет на острове том гривенец замков и нет границ. Лишь шумит весла, небо синего, генеральских птиц. Он в море стоит, как будто смешной цветной газон. Александр Диксон. Советский Союз. Вот тоже такая совместная с нами с вами песня, потому что тоже ее все вы знаете. И мы как бы сейчас вместе с вами расскажем о нашей нелегкой, артистической, гастрольной, бродячей судьбе. Догадались, да? Ну, конечно. Опа. Мы по всей земле кочуем, на подобном не глядим, где придется заночуем, что придется пойти. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг, свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и фургончик поле чистом, это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и фургончик поле чистом, это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты
ангарскому утрами шагнет, а волочатся помаленьку облака. Уезжаем мы с тобой, друг, по-прежнему, и как прежде поджидаем седока. Эх, катались мы с тобой, мчали вдаль стрелой, искры рассыпали до полырвая мой. А теперь плетемся тихо по асфальтовой, когда я поникли оба головой. А вот мы молчим, а вы сейчас поем и приготовились. И подружка древняя встань. Хорошо, наши годы длинны. Друзья, блестяще. Спасибо. Но сейчас осторожнее, заедать будет. Я коляску чистым молоком покрывал, но метро свигнул перилами дубовыми. Сразу все он седоку околдовал. Ну так как это только ты получается, что-то в жизни перепуталось ведро. Чтобы напрячь тебя я утром отправляюсь с Нурокшенова до Зурабова в метро. Ну, подружками, 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 подружками. Наши годы длинные, наши годы длинные, наши годы длинные, а как прежде в Шумском стане. Наши годы длинные, друзья, старинные, ты верна, как прежде. Краю погнули, конечно. Ну тогда, если никто не хочет танцевать, тогда давайте петь и хлопать в ладоши. Мать знакомый, даже
Александр Диксон, Александр Акинин, Василий Курсаков, Павел Мирушин. Спасибо вам большое за прием. Ну вот мы решили вот сейчас положить громкие инструменты, а вместе с вами спеть одну из самых красивых песен ушедшего 20 века. Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Ты не можешь не заметить, соловьи живут на свете и простые сни зари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Ты взглянула, и минуты остановлены, как будто как росинки и бери. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Сергей Бойко, Александр Диксон, Александр Акинин, Василий Курсаков, Дмитрий Зотов в зале, режиссер Павел Мирушин. Ну что, Саша? Знаем эту песню? Опять будем? Прощай со всех вокзалов поезда, уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом
под белым небом января мы расстаемся навсегда. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, чтоб понять твою печаль, пустое небо посмотри. И помнишь, мы в вышине, Ручки полетели. и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и Девчонки мои, девчонки. Есть девчонки. А теперь мужики, по-нашему. Ну и мужики где-то есть. А теперь все вместе. Александр Акинин! Николай Кольцов и Борис СССР! Спасибо. Здоровья и удачи всем нам! Девчонки, с наступающим!